Организатором данного тренинга выступило Управление образования Гагаузии совместно с Центром «Проевропа» в Камрате. Цель тренинга – информирование преподавателей общеобразовательных учебных заведений об истории создания Европейского Союза, о европейских ценностях. Организаторам хотелось, чтобы слушатели могли эту информацию донести до учащихся лицеев и гимназий на классных часах и уроках, посвященных этой теме. Мероприятие проходит в Управлении образования, так как Национальная Конституция Республики Молдова и совместно с Министерством образования решили внедрить проект, который будет проходить в Гагаузии. На всей территории Молдовы, у нас в Гагаузии, во все школы будет проходить неделя Европейского Союза. Это не первый тренинг, проводимый в Гагаузии и нацеленный на восприятие учащимися лицеев. Полученная на тренинге информация будет способствовать лучшей осведомленности об Европейском Союзе, отмечает главный специалист Управления образования Людмила Жекова. Мы уже в этом плане с Центром «Проевропа» проводили очень много мероприятий. В течение 5 лет у нас уже это есть. Мы выпускаем календарь года, где дети пишут эссе, пишут картины. Все эти работы лучшие мы выставляем в календарь, и выпускается календарь года. С этого проекта мы то же самое хотим. Показать и рассказать, что это такое, для чего это. И вообще каждый, чтобы мог высказать свое мнение, каждый свои предположения, что же это для него будет, чем это хорошо и плохо. Поделились своими впечатлениями о тренинге и участники. По диалогу, конечно же, разные мнения здесь у нас слаживаются. Представители среднего, старшего и младшего поколения, так, если образно говорить. Поэтому даже немножко у нас такой насыщенный разговор был. Особенно старшее поколение не очень-то приветствовало. Ну, может быть, и я тоже не очень-то, скажем, с чем-то, каким-то моментами соглашаюсь. Но идет постепенный, так сказать, процесс сближения с Евросоюзом. Как донести до учащихся, до наших коллег больше информации о Европейском Союзе, чтобы мы познакомили наших детей с символикой Европейского Союза. Нас учат тому, какие формы можем преподнести, через какие формы работы мы можем преподнести эту информацию детям. Нас обучают тому, в какой форме можно преподнести информацию отчетности, чтобы Евросоюз знал, что мы в Молдове тоже изучаем историю, изучаем информацию об этом Европейском Союзе. Достаточно информации мы не получили, но, в принципе, заходя в зал, у меня свое мнение по этому поводу, и я не вижу в этом ничего плохого. Ну, естественно, так как у нас мы являемся гимназией, то, скорее всего, это будет 8-9 класс, самые старшие учащиеся нашей гимназии. Как отмечали участники данного семинара, информации о сближении Молдовы с Евросоюзом, о социально-культурных процессах, происходящих в Евросоюзе, действительно очень мало. Поэтому информация, полученная на тренинге, для подрастающего поколения будет очень необходимой.